Утро 11 августа в Сухумском изоляторе временного содержания началось буднично. Надзиратель Козмава, как обычно, открывал камеры и выдавал заключенным инвентарь для утренней уборки. Поворот ключа в замке и неожиданный удар по голове. В это время на пульт оперативного дежурного Тимура Шикерба поступает сигнал. Дверь камеры открыта. Зазвенела у меня сигнализация, я тоже выскочил, он успел кнопку тревогу нажать. И когда я вышел, я увидел, что уже человек 6-7 окружили его заводят в камеру. Я выбежал, зашел туда, и за мной сотрудник, который оставался, закрыл отсек, чтобы другие не имели возможности выбежать. А он вышел наружу в дежурную часть МВД, чтобы сообщить, что внутри захват. Заперев охранников, преступники освободили остальных заключенных. Вскоре в одной из открытых камер они обнаружили огромный склад оружия, ранее изъятого у населения республики. И вот 70 вооруженных до зубов преступников крушат помещение изолятора и жгут уголовные дела. Требование такого было, лишь бы куда-то уйти, уехать, скрыться. Потому что сидели люди, совершившие особо опасные преступления. То есть убийство, более лиц, разбой, грабежи, но по тяжким преступлениям особо был. Бунт возглавляли два рецидивиста, приговоренные к смертной казни за многочисленные убийства – Прунчак и Дзидзария. Всего же в СИЗО находилось около 70 человек, осужденных за особо опасные преступления. Бандиты требовали предоставить им коридор для ухода в горы, в противном случае обещая расправиться с заложниками. Штурм изолятора грозил большими жертвами. Ситуация осложнялась еще и тем, что вокруг СИЗО стали собираться люди. Сюда пришли как родственники бандитов, так и их жертв. Все прилегающие улицы были забиты любопытными. И поэтому мы выставляли оцепление из числа личного состава. Обстановка накалялась с каждой минутой. Стало ясно, что местные силовики самостоятельно решить проблему не смогут. Из Москвы были переброшены бойцы спецподразделений КГБ и МВД СССР. Операция по обезвреживанию преступников началась 15 августа. Бандиты потребовали вертолет, а в качестве транспорта к нему выбрали микроавтобус. Спецназовцы предварительно заминировали транспорт так, чтобы оглушить заключенных, не навредив при этом заложникам. После взрыва сразу же начался штурм автобуса, во время которого были убиты зачинщики бунта. Следом начался штурм СИЗО, где находились остальные преступники. Спецназовцы подорвали полы, забросали комнаты шумовыми гранатами и проникли внутрь. Бунт, длившийся 5 дней, был подавлен буквально за несколько минут, без потерь среди заложников и силовиков. Эсма Голанзе, Абхазское телевидение.